Нергалиев также дебютирует в ACA. 44 года ему, 35 Тлаову. Достаточно большая разница в возрасте. Но внешне так пока не скажешь. Поджимает Венергалиев своего оппонента. Эрмек отвечает одиночным джебом. Обозначает дистанцию. Финтит Венер. Опять же, таким образом постоянно поддавливает. Пропускает мидл-кик. Дергает Венер. Хороший оверхенд, но немного не достал. Эрмек пока менее активен. Хороший хайкик. Как раз в опровержении моих слов. И то же самое пытается сделать Венер. Бежит в сторону оппонента. Неплохая попытка дернуть апперкотом. Эрмек попадает с правой, двигается вперед. Теперь уже он работает в качестве бойца, который прессингует. И едва-едва не попадает под ответный Левый боковой. Попадает правым Венер. Отвечает сразу Ермек. Раскрываться начинает бой. Больше и больше попадают. Опытные спортсмены, каждый из них знает цену ошибки. Бьет в корпус Венер. Развивает после этого эту атаку левым боковым. Правый лоу-кик. Да, пытается подсечь таким образом Венер. Разбрасывается великолепно Тлаов. Давит Венергалиев. Немного наклоняет голову. Очень опасно это может быть. Пропускает джеб, отвечает сам. Вновь на ближней дистанции. Очень-очень опасные размены. Вот теперь, возможно... Захват на корпусе Ермека. На выходе пытается закончить свою атаку хайкиком. Плотно бьет Венергалиев. Не удается Ушира. Очень интересно, Венергалиев так не смотрит в глаза. Он смотрит как-то в общем на своего оппонента. Все по-разному. Попытка перевода, захват головы со стороны Ермека. Тлао. Попытка ударить коленом от Эрмека. Ой, Попытка здорово. подсечки. Вот это самбистские уже. Пошли примочки. Не чувствует пока дистанции Эрмек Лаов, а вот Венергалиев очень здорово пробивает лоу. Великолепно! Очень хорошая двойка. Локоть! Локоть от Венергалиева. Мгновенно просто сечет лоб. Чувствовал сближение. Эрмек попытался вылететь с колена. На колоссальном опыте действует Венергалиев. Очень хорошо чувствует своего оппонента. Здорово зарубается. Очень глубокое рассечение открылось у Эрмека Тлаова. Заливает ему просто как из крана кровью. Под в одну ногу. Подсечка. Еще одна попытка перевода. Здорово. Попадает в захват, но хорошо контролирует своего оппонента, чтобы не дать развить ему эту атаку. Не хватит этого угла для достаточного давления. Тлау. В слегка патовой ситуации находятся бойцы.
Хербдин внимательно Заключительные 10 секунд. Ну что ж, коротко по первому раунду. Очевидно, что локоть без следа не остался. Это своеобразная лакмусовая бумажка тех попаданий, которые были от Венера Галиева. Да, безусловно. Еще раз взглянем на повтору. Здесь очень размашистый апперкот. Хороший тайминг, но опять же с небольшим риском для себя делал этот тейкдаун Венер Галиев. Давно уже на ногах Венер, а вот Эрмеку Тлаову пока необходимо было время для того, чтобы все-таки еще остановиться, посидеть. Серьезная сечка Ермека Тлаова. Справедливости ради, отсюда не вижу я большого количества вазелина на его рассечении. И опять у нас необходимо совещание между доктором, рефери и переводчиком. И послушайте, как поддерживает Эрмека. Все в порядке. Рассечение не такое, которое позволяет остановить поединок. А это значит, что мы отправляемся с вами в следующий раунд. Очень быстро и лихо начинается вторая пятиминутка. Сразу открывается кровотечение. Да, дико хлещет кровь. Я думаю, понимая, что в любой момент может быть остановка, Ермек и планирует сразу повысить обороты своих атак и искать возможность для себя для досрочной победы. И вот было неплохо навстречу. Он очень здорово попал, тут же пропустил в ответ. И опять все начинается заново. Очень здорово работает Венер Галиев. Достал 3 попаданиями разной степени тяжести. Здесь наверняка будет сейчас вот эту левую ногу цеплять и пытаться перевести. Бэкфист. Великолепно. Венер Галиев поймал куражи. Реализует почти каждую атаку, которую он начинает. Потому что очень сильно еще проваливается в этом огромном желании наверстать упущенное. Эрмек Тлаов. Есть попадание. Все. Останавливает поединок. Останавливает поединок Хербдин. Одного удара было достаточно. И послушайте, как освистывает публика. Я думаю, что, в принципе, эта остановка стала комплексом той травмы и того нокдауна, который получился совсем недавно. Достаточно большое кровотечение. Хербдин был всегда рядом, чтобы понимать уровень этого кровотечения. И на самом деле мне кажется, был как раз в таком состоянии, когда ждал причины для остановки этого боя. Мы все понимаем, что каждый боец захочет продолжать бой до конца, но задача врача, задача судьи вовремя остановить его и сохранить его здоровье. Это самое главное, то, что они должны делать в своей работе. Ну, действительно, по совокупности собрал здесь причин для того, чтобы прекратить этот бой. Давайте еще раз посмотрим повтор. Вот тот самый локоть. Очень здорово с ближней дистанции подал корпус вперед Венер Галиев. И так
втихомолку зацепил, рассек. И вот здесь упал боец, и на этом все. Показательно то, насколько много времени сейчас тратят катманы на то, чтобы закрыть это рассечение, чтобы оно перестало кровить. Я думаю, что врач не просто так обратил внимание после первого раунда на это рассечение и понимал, чем это чревато в случае продолжения боя. Подзывает Хербдин бойцов. На месте Венергалиев. Обнимает его тренер. Очень довольна работой. 44 года Венеру Галиеву. Но, учитывая сегодняшнюю победу, я полагаю, что он не собирается останавливаться на достигнутом. Он в прекрасной форме. Ladies and gentlemen, our referee in charge, Herb Dean, steps in and calls a stop to the fight at 1 minute 38 seconds, round number 2. For your winner by TKO, Vener Galiev! Стратегический партнер лиги ACA. Энергетический напиток Energy Dragon. So we grab a word with your winner, Vener Galiev, 44 years young. My goodness, what a performance you put on in the cage. The elbow that caused the cut was so clean, but your game plan and your execution throughout that fight was exquisite. How happy are you with that victory? Венер Галиев, вечно молодой, 44 года. Расскажи нам, это был твой геймплан на этот бой, и это был замечательный бой. Поделись с нами своими впечатлениями и своими эмоциями. Ну, план был такой: прощупывать его стойки, пробивать, заставлять его самого идти в проход и встречать. Ну, вначале, если получится, самому сделать проход и поработать сверху. И все время заходить со спины, чтобы не давать душить. В геймплане сложно что-то просчитать заранее. Получилось так, как получилось, но, по-моему, кое-что проходило. Ему удалось меня удивить, я не думал, что он так в стойке будет хорошо работать. Yeah, my game plan was basically this: get some takedowns, get some great stand-up game, get some ground game as well. Well, he did manage to surprise me. He was a really good striker. So. A very